Москве по обвинению в шпионаже задержали журналиста украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. В городском СИЗО Лефортово его случайно обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова сегодня начал рассматривать Московский окружной военный суд. На скамье подсудимых 5 выходцев из Чечни, обвиняемых в наемном убийстве. Жители Венгрии проголосовали против обязательных квот Евросоюза по распределению мигрантов в странах блока. Однако явка на референдуме была меньше 40%, и Евросоюз посчитал его несостоявшимся. Тысячи польских женщин вышли с митингом протеста против принятого парламентом закона, запрещающего аборты. В Иркутской области продолжают бушевать лесные пожары. Эксперты Greenpeace считают, что десятки тысяч гектаров горящих территорий не попадают в официальную статистику. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. В Москве по обвинению в шпионаже задержали журналиста украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Последние 6 лет он работал собственным корреспондентом агентства во Франции и прибыл в Москву с личной целью. Вы видите оперативные кадры ФСБ. Наручники на журналиста надели в пятницу. Однако известно об этом стало только накануне. Как рассказали коллеги Романа Сущенко, о задержании корреспондента российская сторона никого не уведомила. Ни украинских дипломатов в Москве, ни компанию «Укринформ». О местонахождении супруга Романа, который остается во Франции, узнал только спустя 2 дня после того, как он перестал выходить на связь. Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на 2 месяца. От стен СИЗО Лефортово специальный корреспондент украинского агентства «Униан» в Москве Роман Цымбалюк. Мы пообщались сейчас с его адвокатом Марком Фегиным, который сказал о том, что до сих пор никого не пустили в СИЗО к Роману. Ни его не пустили, его адвоката, ни консула Украины. На вопрос, почему это, он предполагает, что, цитирую, идет вопрос заморозки. То есть работают российские спецслужбы с целью для того, чтобы как-то заставить человека дать признательные показания. И именно поэтому никого к нему не пускают. Хотя по закону, по международному праву обязаны это сделать. Марк Фегин стал украинским адвокатом Романа Сущенко. Он в свое время представлял интересы украинской летчицы Надежды Савченко. Как написал он у себя в Твиттере, о помощи его попросили супруга журналиста и руководство агентства «Укринформ». В течение дня Фегин попытался попасть в Лефортово, но... Цитата: «С посещениями подзащитных в этом СИЗО реальная катастрофа. За неделю вперед адвокаты разыгрывают право на вход». Буквально перед самым эфиром мы смогли связаться с Марком Фегиным. По его словам, у российской стороны нет никаких доказательств возможной вины Романа Сущенко, а от назначенного российским государственным адвоката помощи ждать не приходится. Та информация и те видео, которые представлены в ФСБ, вообще ничего не доказывают. Мне казалось бы, что если у них было бы там, я не знаю, хотя бы видео признания Сущенко или еще что-нибудь, они выложили бы, конечно. Все-таки речь идет о журналисте. Международное сообщество очень болезненно относится к подобного рода фокусам. Получается, что доказательств пока, во всяком случае, нету. Адвокатом по назначению он был недоволен, но это и понятно, потому что адвокат – это мебель по назначению. И иллюзий не питаем по этому поводу. Романа Сущенко в городском изоляторе случайно обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии российской столицы. Совершенно случайно вчера во время проверки Лефортовской тюрьмы мы в карантинном отделении увидели мужчину в арестантской робе. Загорелый, красивый молодой мужчина. Это оказался журналист украинский Роман Сущенко. Большим трудом нам удалось узнать его имя, фамилию. Он сказал, что он иностранец. Сотрудники СИЗО всячески мешали нам разговаривать. Единственное, что он сказал, что его не пытали при задержании, но оказывали на него серьезное психологическое. Он не смог сообщить украинскому консулу. И вот его больше всего беспокоило то, что никто не знает, что с ним происходит, что он находится в Лефортовской тюрьме. Московские родственники Романа Сущенко обстоятельства его задержания не комментируют. Объясняя это подпиской о неразглашении, сообщают наши корреспонденты в Киеве. Консул Украины весь день пытался встретиться с журналистом, однако получить соответствующее разрешение на момент записи программы украинскому МИД не удалось. Требуем от России немедленного допуска к гражданину Украины консульских должностных лиц в соответствии с международными обязательствами. Также обращаемся к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и ко всем правозащитным организациям усилить давление на Россию и прекратить любые нарушения прав человека. К сожалению, наши граждане находятся в России в опасности. Бесспорно, все это выглядит как провокация. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание журналиста – обычная работа спецслужб. Российская ФСБ назвала Романа Сущенко полковником, кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Гражданин Украины целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. В Киеве эту информацию опровергли, отметив, что Сущенко никогда и никакого отношения к управлению разведки не имел. Считаем, что это очередной фейк. Можем сказать, что всех украинских граждан, находящихся на территории Российской Федерации, российские спецслужбы считают шпионами. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в связи с арестом журналиста предложил вернуться к вопросу введения визового режима с Россией. Дело об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова сегодня начал рассматривать Московский окружной военный суд. На скамье подсудимых 5 выходцев из Чечни. Их обвиняют в наемном убийстве. Дело рассматривает коллегия присяжных. На заседании сегодня побывала моя коллега Анна Зелькина. С самого утра в Госпитальном переулке у здания Московского окружного военного суда стали собираться иностранные и российские журналисты. Вопреки ожиданиям, обстановка была спокойной. На одиночные пикеты общегражданского демократического движения «Солидарность», его основателем был Борис Немцов, и лозунг с требованием отправить дело на доследование, сотрудники полиции не отреагировали. Лишь попросили прессу уйти с проезжей части и не мешать движению, когда с плакатом вышел Илья Яшин. Я здесь для того, чтобы добиться и требовать уголовного преследования и суда не только над исполнителями убийства Бориса Немцова, но и над организаторами, над заказчиками, над теми людьми, которые сегодня находятся на свободе и которые чувствуют себя в абсолютной неуязвимости и полной безнаказанности. Зал суда был переполнен и не смог вместить всех желающих. Буквально на днях сторонам защиты и обвинения удалось сформировать коллегию из 12 основных и 10 запасных присяжных. Первая попытка в августе успехом не увенчалась. Большинство пришедших на отбор взяли самоотвод. На скамье подсудимых 5 человек. Все выходцы из Чечни. Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тимирлан Искирханов и Хамзат Бахаев. Еще в июне этого года им было предъявлено обвинение сразу по 2 статьям. Убийство, совершенное по найму группы лиц, и незаконный оборот оружия. На разных этапах расследования фигуранты давали признательные показания. Теперь же каждый из них заявляет о своей непричастности к преступлению. По версии следствия, заказчик убийства, который до сих пор числится в международном розыске, Руслан Мухудинов в сентябре 2014 года предложил остальным фигурантам не менее 15 миллионов рублей за убийство Бориса Немцова. Явно имеет место неполнота расследования и отсутствие организаторов и заказчиков. Те же, кто находится на скамье подсудимых, обвиняются исключительно в исполнении. У них обвинение сформулировано таким образом, что они исполнители по найму. То есть их заказали. А кто заказал? Кто нашел 15 миллионов, которые им были обещаны за исполнение этого убийства? Так и не было установлено. Вот это вопиющий промах следствия, я думаю, совершенно сознательный, потому что просто не было задачи расследовать в направлении высших должностных лиц города Грозного и Чеченской Республики. Защита стороны расстрелянного в упор в самом центре Москвы политика потребовала признать связь между убийством Бориса Немцова и его общественной и политической деятельностью и переквалифицировать дело на соответствующую статью. По поручению прокуратуры обвинения будут поддерживать наиболее опытные гособвинители. Среди них Мария Семененко. У нее есть опыт работы в суде присяжных, в том числе в деле об убийстве журналиста Анны Политковской. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко для телеканала «Настоящее время». Бориса Немцова застрелили поздним вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, всего в 100 метрах от Кремля. Немцов со своей подругой, украинской моделью Анной Дурицкой, возвращался домой. На мосту пару догнал убийца. Он 6 раз выстрелил Немцову в спину, запрыгнул в подъехавший автомобиль и скрылся. Борис Немцов скончался на месте. А спустя неделю глава ФСБ России сообщил о задержании 5 подозреваемых. Среди задержанных был Заур Дадаев, заместитель командира батальона внутренних войск «Север», созданного под патронатом главы Чечни Рамзана Кадырова, и Тимирлан Искирханов, ранее служивший в МВД Чечни. После ареста Рамзан Кадыров в своем инстаграме написал, что знал Заура Дадаева как настоящего патриота России. В Донбассе начался отвод военных и вооружения. По плану отвод должен был проходить 1 октября в 3 населенных пунктах одновременно. Но пока разведение военных сил состоялось только в городе Золотое Луганской области возле пока еще закрытого контрольно-пропускного пункта. После запуска сигнальной ракеты украинские военные отступили за блокпост на 1 километр. Одновременно со стороны так называемой ЛНР тоже отъехал грузовик с вооруженными людьми. Участок длиной в 2 километра между противниками теперь полностью демилитаризован.
В случае открытия КПП тут будут работать только пограничники. А вот подразделений вооруженных сил Украины на этом участке уже не будет. Еще в 2 точках, это село Петровское и станица Луганская, отвод сорвался. Так называемый ЛНР винит в срыве украинскую сторону. Украинские же военные поясняют, что было нарушено перемирие, потому отвод пришлось перенести. Разы были обстреляны боевые позиции. 4 раза были обстреляны боевые позиции в районе станицы Луганской. В частности, стреляли из танкового противотанкового гранатомета и автоматического гранатомета АГС-17. Одна из позиций находится как раз недалеко от КПП станицы Луганская. Она и попала под обстрел. Противоположная сторона нарушает режим тишины и не придерживается Минских соглашений. Повторная попытка отвода военных должна состояться сегодня, в понедельник, 3 октября. Британия начнет процесс выхода из Евросоюза до конца следующего марта. Об этом премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила на ежегодной ассамблее партии консерваторов. Она абсолютно четко дала знать, что даже не будет обсуждать вопрос продолжения свободы передвижения после того, как Британия выйдет из Евросоюза. Выбора между жестким и мягким Брекситом не существует. Некоторые говорят, что мягкий Брексит предполагает некоторую форму продолжения членства в ЕС, а жесткий Брексит представляется как категоричное прекращение торговли с Евросоюзом. Это говорят те, кто до сих пор не может признать результатов референдума. Все наши шаги по выходу из ЕС будут сделаны в соответствии с законом и нашими обязательствами. Не стоит думать, что это произойдет внезапно. Мы должны выйти законным путем, как этого требуют наши законы и законы Евросоюза. И продолжает тему референдумов. Более 98% против. Граждане Венгрии на референдуме выразили свое отношение к обязательным квотам Евросоюза по распределению мигрантов в странах блока. Ранее Евросоюз обязал Венгрию принять около 1300 беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. Власти страны, через которую пролегал основной путь мигрантов в Европу, неоднократно выступали против квот ЕС и, получив поддержку населения, заявили о победе. Брюсселю придется принять важное решение. Сейчас их очередь. Евросоюз – это демократическое сообщество. Сегодня в одном из государств-членов более 90% проголосовавших заявили о несогласии с намерениями Брюсселя. Оппозиция называет референдум нелегитимным. Явка на нем составила около 40%. По закону она должна быть выше 50%. Однако Виктор Орбан отмечает, что против квот ЕС проголосовало более 3 миллионов. Это больше, чем число венгров, которые на референдуме 2003 года поддержали вступление страны в Евросоюз. Результаты референдума могут быть признаны недействительными из-за низкой явки голосовавших, если такое решение примет Центр избирком Венгрии. О том, как отреагировали в Брюсселе на результаты референдума, я спросила корреспондента «Радио Свободы» Рикарда Йозвека. Да, венгры проголосовали за отмену квот, но голосовать пришлось менее 40% избирателей. А это значит, что референдум недействителен. И это большая победа. Это значит, что большинство венгров не поддержали Орбана и не пошли голосовать. Для Евросоюза это означает то, что их система квот победила. На самом деле сейчас Брюссель немного изменил свой подход. Сейчас разговор уже идет не столько о квотах, сколько об обеспечении безопасности границ. Орбан первый в Европе закрыл границу колючей проволокой. Сейчас посмотрите, это делают все. После того, как в прошлом году сотни тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и Афганистана стали пересекать границы Сербии, Македонии и Венгрии для того, чтобы добраться до Германии, премьер-министр Венгрии закрыл границу Сербии и Хорватии. На границе была возведена колючая проволока, которую охраняет около 8 тысяч полицейских и солдат. В то же время в Берлине несколько сот человек провели митинг протеста против наступления сирийской армии на Алеппо. Митингующие просили ООН и правительство Германии поддержать сирийский народ, который, по их словам, сражается против правительства Асада. Мы собрались здесь, потому что мы хотим, чтобы весь мир знал, что жители Алеппо страдают, и что нам нужно проявить с ними солидарность. Мы устали от того, что мир продолжает игнорировать страдания сирийского народа и безмолвствует. Мы, сирийская община, здесь. Нам удалось уехать. Но мы хотим показать нашим собратьям в Сирии, что мы их не забыли и никогда не забудем. В это время сирийская армия, поддерживающая ее формирование, продолжает наступление на подконтрольной оппозиции района Алеппо. Как сообщает агентство Рейтер, ночью на город сбрасываются бомбы. Сирийская армия призвала повстанцев сдать свои позиции. В обмен она обещала предоставить коридор безопасности и медикаменты.
Россия заявила, что отправит в Сирию дополнительное число военных самолетов для скорейшего завершения кампании в Алеппо. Минувшие выходные авиаударам подверглись в основном так называемые дороги жизни, по которым в оппозиционные районы поступает вооружение и продовольствие. В субботу в результате авиаудара была разрушена очередная больница. Правительство Франции выступило с резким осуждением этого, назвав нападение на медучреждения и докторов в Алеппо военным преступлением. А в Варшаве проходят массовые акции против попытки ужесточить закон об абортах. Ранее польский Сейм уже проголосовал за полный запрет прерывания беременности, что вызвало массовую волну протестов. Если закон будет принят окончательно, оппозиция грозит вывести на улицы миллионы человек. Подробности у Сергея Хиршфельда. Шутки кончились. Под таким лозунгом десятки тысяч жителей Варшавы вышли к польскому Сейму. Они резко выступают против ужесточения и так не по времени сурового закона об абортах. Полагают, что в наше время это просто недопустимо. В Сейме прошел закон, который привнесет в нашу жизнь поистине варварские нормы на уровне некоторых южноамериканских стран. Польские женщины будут гнить в тюрьме лишь за то, что они хотят распоряжаться своей судьбой и своим телом. Законопроект, поддерживаемый правыми фанатиками и церковью, является огромной опасностью цивилизованному обществу. Мы не хотим такой Польши. Еще 2 недели назад Сейм в первом чтении проголосовал за полный запрет абортов. Противники этого решения собрали 450 тысяч подписей. И вот сегодня в Польше проходит общенациональная забастовка женщин. Кто-то взял выходной за свой счет, кто-то умышленно саботирует работу. Есть и сторонницы крайних взглядов. В этот день они даже отказываются делать любую работу по дому. По сути, парламент продвигает церковный закон ксензов и монашек, у которых нет своих детей. Мы в Польше не хотим шариата и фундаментализма. Несмотря на широкие протесты в исконно-католической Польше, 75% граждан ратуют именно за ужесточение закона об абортах. Официальная статистика гласит, что в год официально делается лишь несколько тысяч операций по прерыванию беременности. Однако по неофициальным данным речь идет о нескольких сотнях тысяч абортов в год. Сегодня мы можем дать каждому ребенку шанс появиться на свет в безопасности. Это касается и заведомо больных детей, и тех, кто были зачаты в результате каких-то болезненных обстоятельств. Мы просто должны решиться изменить нынешнее положение вещей и выбрать жизнь. В Европе уже есть одно государство, где аборты полностью запрещены. Это Ирландия. За прерыванием беременности гражданки этой страны вынуждены выезжать за границу. Польки очень не хотят испытывать те же неудобства. Кстати, согласно законопроекту, реальный тюремный срок светит не только женщине, решившей избавиться от плода, но и проводившему операции врачу. Мало того, за решетку рискуют сесть даже турагенты, которые организуют операцию за рубежом. Я очень боюсь за наше будущее, поэтому я здесь. Я даже представить себе не могу, как мы будем жить в стране со столь радикальными взглядами на аборты. За полный запрет абортов радует правящая консервативная партия «Право и справедливость» и католическое духовенство. Это и многими другими инициативами польского правительства обеспокоены в Брюсселе. Однако реальных рычагов давления на официальную Варшаву нет, даже в рамках европейского сотрудничества. Сергей Хиршфельд. Настоящее время. Убыток в почти $1 миллиард из-за неудачных сделок мог позволить кандидату в президенты США Дональду Трампу не платить федеральный налог на прибыль целых 18 лет. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», в распоряжении которой оказалась налоговая декларация Трампа за 1995 год. Платил ли бизнесмен налоги на самом деле, не знает никто. Трамп – первый кандидат в президенты США, отказавшийся публиковать свою налоговую декларацию. По информации «Нью-Йорк Таймс», Трамп потерял $916 миллионов из-за неудачных сделок в 90-х, а американское налоговое законодательство того времени дало ему право использовать огромный убыток в 95-м, чтобы не платить налог на сумму в $50 миллионов каждый год в течение следующих 18 лет. Представители предвыборного штаба Трампа заявили, что газета получила данные незаконно и обвинила издание в функционировании от лица Хиллари Клинтон. В твиттере предвыборного штаба Трампа также появился пост, в котором говорится, что Дональд Трамп, как бизнесмен, обязан платить налоги, но не больше, чем по закону.
После выхода статьи сам Трамп написал следующее. «Я разбираюсь в самых сложных налоговых законах лучше тех, кто когда-либо номинировался в президенты США. И только я могу эти законы поменять». Дональд Трамп – первый американский кандидат в президенты, который отказался предоставить свою налоговую декларацию. Он утверждает, что так ему советуют юристы, по крайней мере до тех пор, пока не будет опубликована ревизионная проверка. Но эксперты говорят, что если бы Трамп действительно хотел, то давно бы это сделал. В Иркутской области на огромной территории продолжают бушевать лесные пожары. По данным властей, огонь распространился на 350 гектаров. Экологи утверждают, что пожарами охвачена гораздо большая площадь. Эксперты Greenpeace объяснили, почему десятки тысяч гектаров горящих территорий не попадают в официальную статистику. Все выходные в Иркутской области горели заповедники. 210 гектаров на землях лесного фонда в Качукском районе, еще 350 на территории заповедного Прибайкалья в Ольхонском. В тушении пожаров в регионе МЧС России задействовало 220 единиц техники, в том числе 2 вертолета, более 1000 человек и даже десантников Федерального резерва. Масштабы операции выглядят внушительными и хорошо организованными, если не знать, как давно и на каких огромных территориях реально бушует огонь. На самом деле пожары в Иркутской области и Красноярском крае уничтожают леса с июля. С тех пор сгорело почти 2 миллиона гектаров земли. Greenpeace забил тревогу еще летом. На фотографиях со спутника видно, плотный дым окутал огромные территории в Восточной Сибири. Но местные власти продолжали скрывать масштабы пожаров. Денег на их тушение в регионах нет, как, видимо, и большого желания бороться со стихией. В этом году принята такая практика называть пожары в труднодоступных, относительно труднодоступных территориях пожарами в зоне контроля. У нас считается, принято, что у нас нет денег тушить пожары, в принципе, у нас их очень мало, поэтому давайте-ка мы вот скажем, что вот эти пожары, где-то там подальше, они, значит, слишком труднодоступны, их дороже тушить, чем не тушить. В понедельник пресс-служба МЧС отчиталась. Почти все возгорания в регионе удалось локализовать. О том, что огонь потушил выпавший снег, в отчете не упоминается. Дарья Соловьева, «Настоящее время». В Париже неизвестные похитили у американской телеведущей Ким Кардашьян Уэст драгоценности на несколько миллионов долларов. Как сообщили представители французской полиции, в настоящее время проводится точная оценка причиненного ущерба. Наш корреспондент в Париже Гуля Салькалмолова подробнее. Мы находимся рядом с отелем Портале города Париж. Именно в этом отеле сегодня утром была ограблена американская светская львица Ким Кардашьян. Ким Кардашьян ограбили в ее собственном номере этой гостиницы. Известно, что ограбление осуществили несколько вооруженных человек в полицейской форме и в маске. Также известно, что у Ким Кардашьян были похищены ювелирные украшения на несколько миллионов долларов. И известно, что Ким Кардашьян в данный момент покинула территорию Франции. Ким Кардашьян находилась здесь и участвовала в неделе моды, которая проходила в Париже. В данное время рядом с отелем очень много журналистов. В отель пропускают только тех, кто указан в определенном списке, то есть тех, кто живет в этом отеле. Для остальных вход закрыт. И известно, что в Париже полиция расследует данное ограбление, но пока дополнительная информация в СМИ не передается. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Я Шахида Якуб и наша пражская команда прощается с вами до завтра. Всего доброго.